Вы знаете, мы ощущали поддержку всех стран. Наши соседи, члены организации ГУАМ, они понимают нашу боль, потому что во всех странах, членах ГУАМ есть одинаковые проблемы. Это проблема оккупации, территориальной целостности, беженцев. Мы чувствовали поддержку Украины, чувствовали очень большую поддержку Турции. Если бы не было бы Турции, может быть, исход войны был бы в другом направлении. Мы понимаем, что сейчас Турция становится гарантом в регионе, гарантом мира, гарантом безопасности. С Украиной у нас, конечно, давние дружеские связи. Мы наращиваем там оборот, мы покупаем вооружение, сельское хозяйство. Боль Украины мы тоже понимаем. Поэтому вот именно солидарность с Украиной мы всегда чувствуем. Вы, безусловно, правы, потому что политика Украины в отношении Азербайджана и в отношении восстановления ее территориальной целостности очень четкая и последовательная. Но вот что я вас хотела спросить. Вы знаете, недавно в Организации Объединенных Наций была проголосована резолюция по Украине, в частности, по милитаризации полуострова Крым, который сейчас временно оккупирован Россией. И если позиция Армении, которая голосует против резолюции по Крыму, нам понятна, то позиция Азербайджана нам не совсем понятна. Почему Азербайджан воздержался и не проголосовал за эту резолюцию? Вы знаете, я вам скажу свое личное мнение. Мы всегда поддерживаем территориальную целостность Украины. Мы были одними из первых стран, которые проголосовали в прошлых резолюциях по Украине, по Крыму. Это однозначно. Но Азербайджан проголосовал только за одну резолюцию от 2014 года. После 2014 года мы проголосовали. Да. Но вы знаете, мы вот насчет этой резолюции, я вам скажу, что у нас в Азербайджане вот такое видение. Мы всегда не очень большие сторонники, скажем, такой политики по отношению к России, которая требует санкций, которые нагнетают обстановку. Некоторые резолюции, некоторые международные организации требуют именно санкций. Именно в рамках вот этого мы всегда сторонимся таких резолюций. Мы призываем больше к диалогу и не к тому, чтобы не нагнеталась обстановка. Но смотрите, Турецкая республика, которая не присоединилась к санкциям Европейского Союза в отношении Российской Федерации, у которой есть довольно тесные торгово-экономические отношения с Россией, голосует за такие резолюции. Ну, наша позиция тоже однозначна. Мы всегда поддерживаем территориальную целостность, но надо посмотреть текст резолюции. Может быть, в тексте резолюции есть какие-то военно-политические вопросы, которые надо согласовывать. Я просто не читал текст резолюции, но я знаю, что в вопросе Крыма, в вопросе территориальной целостности Украины мы всегда поддерживаем, всегда понимаем боль Украины, но вот именно надо в детали, войти в детали, как говорится, дьявол в деталях всегда.